Подошел к концу всероссийский конкурс иллюстраций «Пора в Арктику, не выходя из дома». Его организатором стал проектный офис развития Арктики «Пора». В течение мая любой желающий мог поучаствовать в творческом задании, воплотить интерпретацию картины, иллюстрацию к литературному произведению, кадр из фильма или спектакля о Крайнем Севере. Причем все это из подручных материалов. Среди победителей оказались и якутяне. Подробности у нашего субкора в Москве Максима Кардузо. Эта ожившая шаманка в исполнении Сарданы Донской приковала к себе внимание тысяч зрителей, которые следили за этим творческим состязанием. Против такого магнетизма не устояли и члены жюри. И якутянка за свое перевоплощение заняла второе место конкурса иллюстраций «Пора в Арктику, не выходя из дома». Мы с сыном приобрели шаманский бубен. И это совершенно потрясающая вещь. И мне всегда хотелось где-то использовать его в фотографиях. И поэтому я специально выбирала работу, чтобы присутствовал этот бубен. Но я еще дополнила свою фотографию небольшим видео, потому что мне показалось, что людям это будет интересно послушать, как звучит настоящий шаманский бубен. Картины якутских художников чаще всего вдохновляли конкурсантов, причем из самых разных городов. Например, молодую москвичку Мэри Дзамукашвили поразила работа «Вечерний удой» Иннокентия Корякина. Девушка решила воссоздать этот волшебный момент фотографии. Чтобы добиться максимального сходства, Мэри потребовалась помощь родных и несколько дней экспериментов. В картине много на самом деле материалов. Там есть и всякие шторы, тюль, разрезанные пакеты, там даже есть крышечка от контейнера в виде луны, вырезанный в пакете вид полумесяца, то есть там на самом деле очень много вещей, сережки сделанные из фольги, разрезанная старая соломенная шляпа у нас была. Всего на конкурс прислали больше 80 работ, причем рассказать свою историю об Арктике захотели не только жители северных регионов России, но и наши соотечественники, которые обосновались в других южных странах. И победителем у нас явилась как раз представитель Хорватии, о чем мы не знали, мы просто оценили работы. Представитель Хорватии с двумя своими детьми, они сделали около 7 работ, и наиболее интересные, они посмотрели даже современный фильм «Арктика», который только сейчас вышел, и сделали уже инсталляцию на эту тему. Я посмотрел много передач и фильмов про Арктику, и хочу там побывать, посмотреть на людей, как они там живут, на животных и на красивую природу Арктики. И я твердо решил, когда я вырасту, тогда я поеду в Арктику. И, может быть, даже там буду работать. Одна из главных задач конкурса – рассказать о северных регионах и их уникальной культуре. И в проектном офисе развития Арктики уверены, что уже в условиях отмены самоизоляции появится больше возможностей организовывать новые творческие конкурсы, посвященные Заполярью. Максим Кардузо, Виктор Олесов, Москва.